В новом году сибайское телевидение приступает к съемкам фильма. Корреспондент СТВ Ринат Музафаров удачно съездил на башкирский питчинг дебютантов. Сосны дешевле, пихты дороже. Почем нынче вечно зеленые деревья, узнавали наши журналисты. Хорошо потрудиться в течение года и получить заслуженную награду. В Сибае прошла елка главы администрации. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Ляна Кириллова. Здравствуйте. 13 короткометражных фильмов сценаристов из Москвы, Челябинска, Казани, Уфы и Сибая были представлены на третьем башкирском питчинге дебютантов, который состоялся в столице республики в рамках всероссийского питчинга начинающих сценаристов. Наш город на этом форуме представил мой коллега, корреспондент СТВ Ринат Музафаров. Насколько удачной оказалась поездка, расскажем в сюжете. С головой окунуться в киноатмосферу удалось автору и ведущему передачи «Атмосфера кино» Ринату Музафарову на прошедшем в Уфе третьем башкирском питчинге дебютантов. Состоявшийся форум позволил познакомиться с действующими российскими режиссерами, принять участие в мастер-классе от продюсеров первой величины, презентовать свои проекты. Питчинг в широком смысле, если говорить о культуре питчинга в России, это такой механизм, реально действующий, реально работающий, где собираются, во-первых, люди, которые могут оказать какую-то организационную, финансовую поддержку, техническую в том числе, и приезжают участники, которые действительно горят идеей снять свое кино. Собственно, в этом и заключается презентация, характеризуется презентация. Нужно зарядить своей идеей коллегию жюри. Лично мой проект получил огромную поддержку. У нас будет профессиональное оборудование, профессиональный звук и организационная поддержка киностудии Башкортостана. Это прям замечательный итог, я считаю. Увлекаться тематикой кино корреспондент СТВ начал еще со школы, когда в его руки попал первый цифровой фотоаппарат. Результатом начальных киноопытов стало участие в Санкт-Петербургском кинофестивале детского творчества, по результатам которого Ринат стал дипломантом. Потом был период, когда сценарии писались, что называется, в стол. Тот, собственно, сценарий, с которым я дебютировал на питчинге, на третьем питчинге башкирских дебютантов, идея этого сценария у меня хранилась порядка 7 лет, и просто назрел момент, я решил, что надо явить его свету, так сказать. Тем более сейчас появились определенные производственные возможности, появилась команда соратников в виде наших сотрудников СТВ, нашего замечательного оператора Нияза Мирхайдарова, человека, который поддерживает нас идейно и какими-то организационными ресурсами, Артуром Умедбаевым, Аликом Кадыровым, тоже нашим оператором. Проект Рината под названием «Персонаж» представляет собой короткометражный психологический триллер, оформленный в стилистике фильма «Путешествие». Фоном для раскрытия истории, в центре которой начинающий писатель Марк, послужил живописный хребет Южного Урала. К съемкам фильма творческая группа приступит в новом году. Что получится в результате, сможем оценить уже скоро. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. К другим новостям. До Нового года осталось 4 дня. Кто-то успел запастись подарками для близких и продуктами для новогоднего стола. Другие возлагают надежды на выходные. Но в любом случае этот праздник сложно представить без зеленой красавицы. В городе активно работают елочные базары. Почем нынче сосны и пихты, узнавали наши корреспонденты. Ехать за елкой далеко не надо. Такие типовые компактные базары располагаются рядом практически со всеми торговыми центрами, в проходимых местах в шаговой доступности от жилых домов. Официально в Сибае реализация елок организована в 10 точках. Дефицит новогодних символов в столице Зауралья пока не грозит. Предприниматели везут лесных красавиц с соседних районов. К примеру, Зелаирское лесничество заготовило в этом году более 2000 деревьев. Елки зеленые, хорошие, в зависимости стоимость елок, в зависимости от размеров. Бывают высокие, дороже, низкие, дешевле. В основном низкие берут бабушки, пожилые люди, у кого дети маленькие, чтобы не уронили елку. Значит, в день уходит по-разному. Бывает 200 елок, бывает 100 елок.
в зависимости от проходимости людей. Стоимость сосны в зависимости от размеров колеблется от 150 до 500 рублей. Любителям пихты придется заплатить подороже. Цена за одно дерево начинается от 500 рублей. По наблюдениям, большинство горожан отдает предпочтение сосне, а не пихте. Но все же любители тонких веток и сильного аромата могут приобрести это эксклюзивное дерево в 2 точках города. Берем мы с Белорецкого лесничества. Покупают как бы не так часто, но в основном любители пихт, запах, чтобы побольше был, есть, да. Цены от 500 до 800, как бы пушистые все, хорошие, не сыпятся. По словам продавцов, большую часть запланированного они уже продали, то есть в городе спрос на лесную красавицу довольно высокий. И это несмотря на то, что в последние годы многие начинают отдавать предпочтение искусственным елкам. У нас вообще-то есть елка, мы ее как уже давно купили. Сейчас дети выросли, но мы ее все равно ставим. У нас искусственная елка. Мы как-то жалко мне настоящие елки. Вот. Если бы в горшках, конечно, были бы. Вот в горшках бы я взяла бы. А такие вот мне жалко. Стараемся каждый год ставить елку. Натуральную ставим елку. Понятно, что есть вопросы как бы с экологами там и прочее, да. Вот. Но тем не менее, как бы традиции. Вот. У меня 3 детей в семье, поэтому как бы мы стараемся детям праздник делать. Мы обычно сосновый берем, потому что аромат больше. Может и у этих есть, но как-то мы не использовали эти елки никогда, не ставили. Может, на следующий год попробуем или как ли. Купить новогодний атрибут можно вплоть до 31 декабря. Елочные базары будут работать почти до вечера. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Собрать вместе и отметить успешных школьников, призеров олимпиад, юных спортсменов, отличников творческой сферы. Засияла мерцающими новогодними огнями елка главы администрации, которая прошла на днях в стенах театра драмы имени Арслана Мубарякова. О лучших из лучших в сюжете Екатерины Марочкиной. С театральной детской постановки о новых приключениях Красной Шапочки в волшебном лесу в канун Нового года стартовало торжественное мероприятие, которое было организовано для самых трудолюбивых ребят. Будь то спортивные достижения или отличная учеба, а может быть и заслуги на творческих конкурсах немалого масштаба. Успехи и победы стали проходным билетом для детей на крупнейшее новогоднее представление – елку главы администрации Сибая. У меня успехи в спорте. Ты чем занимаешься? Каким видом спорта? Плавание. И какие ты места занимаешь на соревнованиях? Обычно первый. Я занимаюсь фигурным катанием. Я училась очень хорошо, старалась и попалась. Фигурным катанием. Расскажи, про соревнованиях ты участвуешь каких-нибудь? Да. Какие места занимаешь чаще всего? Первый, второй. Руководство города уверено, у всех сидящих в зале для развития взят самый правильный вектор движения. Со словами поддержки и благодарности за целеустремленность и эффективную деятельность, глава города Рустем Авзалов обратился к талантливым школьникам Сибая. Поздравляю с наступающим Новым годом. Конечно, желаю, в первую очередь, вашему здоровья. Здоровья, хорошей учебы. Действительно, очень много вы поработали в этом году. И вот этот вечер, который мы вас сегодня собрали, хотели вам сказать спасибо в первую очередь за вашу отличную учебу, за вашу очень правильную жизненную позицию, за то, что вы, не покладая сил в течение года, проявляли себя мудрыми, сильными, участвовали в спортивных соревнованиях, в общественной жизни ваших школ. Поэтому вам большое спасибо. Для всех участников утренника были подготовлены сладкие сюрпризы. В фойе театра традиционно прошли массовые игры и хороводы с участием героев новогодней сказки и аниматоров. Песни, пляски и, конечно же, звонкий детский смех стали главной высокой оценкой удавшегося мероприятия. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Праздничные огни зажигаются и в разных частях города. Так, открытие лесной красавицы состоялось в поселке Золото. Спонсором оформления новогоднего городка выступило Башкирское шахтопроходческое управление. Под задорные песни, зажигательные танцы елкой в поселке Золото восхищенно любовались малыши. А их родители во время праздника, подаренного руководством города совместно с предприятием БШПУ и подростковым центром «Ровесник», вновь смогли почувствовать себя детьми.
веселье, радость детям сделали. Спасибо большое. Всех поздравляю с Новым годом. Всего доброго, здоровья всем, радости, удачи, успехов. Чтобы у всех было счастье, полная чаша в доме. Чем запомнился? Все лучшее запомнилось, Инды. Все плохое оставляем в старом году. На Новый год желаем самое лучшее и чтобы еще лучше было. Чтобы здоровья детям, здоровья родителям, всем. Детворе было где разгуляться, пока одни резво катались на горке, другие кружились в хороводе вокруг лесной красавицы. Но больше всего малыши ждали появления зимнего волшебника, который зажгет огни на елке и послушает их стихотворение. Колокольчики звенят, приглашают всех ребят стать в елке хоровод, дружно встретить Новый год. Рассказать стихи, загадки, поучиться подарок сладкий. Вот еще елочка зажглась, очень весело у нас. Нужно снежной бахромой и украсить лес родной. Для зверят пирог испечь и фонарики зажечь. И на праздник детям лететь в золотой карете. Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи провели с маленькими золотарцами много игр и конкурсов и угощали всех сладостями. К присутствующим на празднике со словами приветствия и поздравления обратился заместитель главы администрации по экономике Наиль Халиуллин. Он пожелал жителям поселка благополучия, успехов и исполнения самых заветных желаний. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Исингулов, Гульгинара Скильдина, телекомпания СТВ. Череда детских новогодних утренников в самом разгаре. Один из них при участии предпринимателей города состоялся в Доме молодежи «Мир». Ирина Оренбургина расскажет подробнее. Новый год – это праздник для всех без исключения. Ярким и незабываемым он стал для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые собрались на мероприятии в Доме молодежи «Мир». Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажигали огни на елке, демонстрировали им свои таланты и водили хоровод. Довольные лица малышей и горящие глаза – искреннее подтверждение того, что праздник удался. А состоялся он благодаря инициативе неравнодушных горожан, местных предпринимателей. При поддержке комплексного центра, приюта, мы решили сделать подарки детям. Те, которые не совсем могут, может быть, всегда присутствовать. Это инвалиды и другая категория детей. И вот как бы зародилась идея. Альберт Фанзилевич Зайдулин был у нас самым первым, который предложил. И остальные предприниматели города поддержали эту идею и решили сделать подарок детям. Потому что когда глаза горят у детей при получении подарка, это всем приятно. Мы надеемся, что данные акции будут продолжены. И предприниматели нашего города поддержат нас в этом. Большое спасибо всем, кто принял в этом участие. Самое большое, конечно, это давать, а не брать. Нам очень приятно, что пришло много детей. И самое главное, приятно, что очень много подарков. В общей сложности к акции подключились порядка 50 предпринимателей города, благодаря которым каждый пришедший на праздник ребенок унес домой не только хорошее настроение, но и вкусный кулек новогодних угощений. Я мама ребенка-инвалида. Хочу выразить большую благодарность администрации города, замглавы администрации за вот такой устроенный праздник для наших детей. Нам очень удобно то, что первый этаж и заехать, у нас дети-колясочники. Предпринимателям за такие хорошие подарки нашим детям. Они в основном дети и надомного обучения мало контактируют. Тут вот веселый праздник, общаются среди детей. Праздник и ребенку, и родителям. Ирина Оренбургина, Радмир Исингулов, Гульгинара Скильдина, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Впереди выпуск программы «Атмосфера кино» и рубрики «Готовимся к Новому году». Оставайтесь с нами.